Имя Отца и Сына и Святого Духа. Дорогие отцы, братья и сестры, Православная Церковь сопровождает нас в этот день Страстной Седмицы, Великий Четверток, и мы вспоминаем евангельские события, связанные с последними днями Господа нашего Иисуса Христа. В этот день мы погружаемся в Священное Писание, Священное Предание того, как Господь, идя на вольную страсть нашего ради спасения, умыл ноги своим ученикам, предложил себя под видом хлеба и вина, был предан Иудой, молился в Гефсиманском саду, затем его предали на суд. И все вот эти события, они заставляют нас не только быть свидетелями, как исторического факта, а соучастниками того, как Господь отдавал себя ради спасения. Нам важно понимать, что соучастие, оно предполагает непосредственно наше участие в этих событиях. Нам кажется, что нас разделяет несколько тысяч лет, но на данный момент, стоя в храме, нас не разделяет ничего. Господь омыл наши души через исповедь и через покаяние. Он предложил нам тело и кровь свою, как и некогда 2000 лет назад. И мы восприняв себя, верим, надеемся, что мы восприняли как истинные ученики Его. Потому что ученики Его через день Его оставили и бежали. А мы, верные Богу и Церкви, остаемся здесь. Мы с вами погружаемся в прискорбные события предательства. И нам бы так хотелось, чтобы мы не были из числа тех, кто предает Христа. И на этом я попрошу ваше внимание задержать, потому что мы как бы не старались, но порой мы поступаем в разрез и, можно сказать, противоречия нашим христианским ценностям, поступаем не так, как поступали бы истинные христиане. Наше покаяние предполагает, что мы изменили свое сознание и свой разум, и с измененным состоянием приходим к Богу. Это не всегда так, к сожалению. В великой скорби мы, к сожалению, не меняем своего ума, своего сознания. Внешний облик наш меняется, мы становимся глубоко воцерковленными людьми, совершаем обряд и традицию, и все кажется хорошо, но изменения как такового не произошло. Я объясню, почему. В чем разница измененное сознание Христом и неизмененное. Когда сознание наше меняется, мы не такие, как все. Совершенно мы не похожи на людей того мира. Мы думаем иначе, мы поступаем иначе. Мир держится за материализм. Он ставит в центре своей жизни материальное благо, ценность. Мы же люди христоцентричные. Мы думаем о Христе. Вся наша мысль направлена туда. И в центре внимания у нас Господь и ближний, через которого мы угождаем Ему. Весь мир осуждает, а вы оправдываете. Весь мир озлобляется, а вы милосердствуете. Весь мир может находиться в страхе и тревоге,
а мы в молитвенном предстоянии и благоговении перед тем, как ведет божественная рука божественной цели. Мы становимся не просто свидетелями исторических событий, которые вращаются вокруг нас, а мы являемся их людьми, которые их изменяют. Мы их преображаем. Казалось бы, да, люди гибнут в наше время очень много, а мы осознаем, что эти души присоединяются к Богу через страдания. Мы очень не похожи на всех тех, кто окружает, те люди, которые живут в этом мире. Мы меняем этот мир, а они являются частью этого мира. Нам важно понимать, что мир и мы разные, мы антагонисты. Мы ничем на них не похожи, у нас ничего нет общего. Мир говорит, нет никаких пределов, у нас все с тобой целое. Да, и мы в какой-то степени можем стать частью вот этой системы, да, такой машины, которая является таким потребительским направлением. Оно все потребляет и говорит, обогащайся все больше и больше. Посмотри, мне надо, значит и тебе надо. И эта индустрия поглощает души людей за собой. Поэтому, когда мы говорим об измененном сознании, это значит состоянии не похожем на других людей. Вот где наши перемены. И вместе с нашим отношением меняется все. Как мы одеваемся, как мы ходим, и даже как мы сидим, и как мы глядим на этот мир. Человек этого мира глядит с презрением, а вы со страданием. Вот понимаете, мы совершенно разные люди. Мы уже чада неба. Мы еще до вечности не дошли, а уже являемся ее частью. Мы не сопричислены к лику святых, но мы стоим в месте, где объединены верой и любовью с церковью торжествующей. Вот правда в чем, что мы другие, мы принадлежим только Богу, не кому-нибудь, и даже не детям, и не даже самым близким нашим людям. Мы принадлежим Богу. Ну, сами подумайте, ведь мы несем свою плоть как одежду. Приходит момент, и мы скидываем ее. Как в сезон, да, там, зимы и лета мы скидываем одежду и живем дальше. То же самое произойдет и с нами. Однажды мы скинем эту плоть и присоединимся к душам, живущим в вечности. Вот о чем мы должны, вот где наше измененное сознание, куда мы устремляем свои взоры. Взвесьте все и подумайте, а где каждый из нас? Если мы не такие, как я сказал, к сожалению, мы еще только на пути перемен, независимо от вашего возраста, от того времени, в котором вы находитесь в храме, это не имеет значения. Значение имеет то, какое наше сознание, где наше сердце, кому оно принадлежит. Поэтому хотим быть верными Богу, значит, должны изменить свое сознание. Вы можете подумать, что, ну, если Бог хочет изменить меня, так пусть Он изменит меня прямо сейчас, и я за Ним пойду. Это дело выбора. Он давно уже нас позвал, постучал в наше сердце и сказал: следуй за мной. А мы все боимся войти в область таинственного. Нам очень сложно оторваться от тех, кто похожи у нас там за спиной в миру. Понимаете? Он говорит: этот мир, ты моя, я тебя не отпущу.
А вы должны сказать: с того момента, когда меня Господь возвал, я принадлежу только Богу, только Христу, и иду только за Ним. И вот с этой мыслью совершаются чудеса внутренних перемен. Изменится внутренний мир, и тогда мы можем по-настоящему изменить все вокруг себя. Нам кажется, что мир этот изменит какое-то трагическое обстоятельство в виде апокалипсиса. Мир изменить можем только мы с вами. Мы его меняем. Но перемены начинаются здесь. Потом все вокруг может поменяться. Поэтому я вам желаю, чтобы мы были верными Богу, не оставили Его в тяжелую минуту, были рядом с Ним до конца Его крестного пути, переживали с Ним вместе и дошли до славного воскресения Господня, чтобы разделить с Ним великую радость Пасхи. Храни вас всех Господь, и поблагодарим Бога за святое причастие.